بسم الله الرحمن الرحيم Пусть Аллах проявит к вам добро. Этот спрашивающий говорит: дозволено ли убийство неверующего художника, который известен тем, что он нарисовал карикатуру на пророка, мир ему и благословение Аллаха? Это не является правильной дорогой. Убийство и подобное добавит им зла и гнева на мусульман. Однако то, что в действительности нанесет им поражение, это опровержение их сомнений и разъяснение их ошибок. А что касается помощи рукой и оружием, а также сражением, то это решается правителем мусульман. Спрашивающий говорит: уважаемый шейх, да сопутствует вам Аллах, как мы можем защитить пророка, мир ему и благословение Аллаха, в соответствии с шариатскими условиями? И является ли демонстрация шариатским методом? Пусть Аллах даст вам благодать. Опровержение врагов посланника, мир ему и благословение Аллаха, происходит в соответствии со светом книги Аллаха и сунны его посланника. Мы не вносим от себя правила и условия и не вводим вещи, которых не было раньше, подобно демонстрациям, лозунгам и тому подобному. Спрашивающий говорит: что является обязательным для нас в отношении страны Дании, в которой неоднократно были проявления издевательства над пророком, мир ему и благословение Аллаха? И посоветуете ли вы нам, уважаемый шейх, бойкотировать их товары? Обязательным для нас является в отношении неверующих в общем, а особенно в отношении тех, кто оскорблял нашего пророка и наше законоположение, опровергать и останавливать их сомнения и упоминать о их ошибках. Не об ошибках их религии, однако об ошибках того, что они внесли и то, что они изменили. Сказал Аллах Пречист Он и Возвышен: «Скажи, сообщить ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся лжебогу. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути. Мы опровергаем их теми непристойными поступками, которые они не отрицают и которые позорят их. Мы не врем о них, однако упоминаем те позорные качества, которые о них упомянул Аллах в Коране, а также упомянул Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, и те, за которые их порицали их пророки-ученые, до такой степени, пока их не разоблачили. А что касается торгового бойкота, то это относится к политике шариата, и это находится под руководством правителя. Если он прикажет бойкотировать их, то делайте это. Это относится к полномочиям правителя, для того, чтобы этот бойкот был общим. А что касается единичного бойкотирования, то оно не вредит и не оставляет никакого отпечатка. Один из братьев, являющийся учителем, говорит: уважаемый шейх, мы свидетельствуем Аллахом, что любим вас ради Него и доверяем вам и вашему знанию. Наши сердца разрываются, и терпение иссякло от тех оскорблений в отношении пророка, мир ему и благословения Аллаха, которые мы слышим. Какое наставление мы должны дать нашим студентам в учебных заведениях? То, что вы испытываете отпечаток от того, что говорят о праве пророка, мир ему и благословение Аллаха, является признаком блага. Это указывает на веру. Хвала Аллаху. Вам необходимо воспитывать ваших детей в школах, в домах, на любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и следовании за ним. Вы должны обучать их сунне посланника Аллаха и воспитывать их на ней, и чтобы вы опровергали сомнения врагов, и чтобы вы дали вашим детям доводы, с помощью которых они смогут опровергнуть эти сомнения. А это посредством воспитания и обучения. Это происходит посредством воспитания и обучения пути единобожия и его убеждения.
Хвала Аллаху, сейчас это присутствует в мечетях, школах, институтах, факультетах. Вам необходимо заботиться об этом, обучением, заучиванием, пониманием, для того, чтобы это стало вашим оружием, которое вы будете использовать против них, внутри страны и за ее пределами, против лицемеров среди нас, а с иудеями, христианами и многобожниками за пределами. Необходимо вооружиться полезным знанием, шариатскими доводами из книги Аллаха и сунны его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Уважаемый шейх, каковы действенные пути и методы в помощи пророку, мир ему и благословение Аллаха? Первая вещь — это следование за ним, мир ему и благословение Аллаха. Осуществление этого и предпочтение его слов над словами кого-либо, предпочтение его сунны. Это первое. Затем это изучение его жизнеописания, изучение жизнеописания его сподвижников и тех, кто последовал за ним, для того, чтобы брать с них пример в помощи посланнику, мир ему и благословение Аллаха, как они помогали ему, как они защищали его. Уважаемый шейх, да сопутствует вам Аллах, большое количество вопросов задается о вашем наставлении для требующих знания и других относительно того, что произошло в последнее время из-за фильма, оскорбляющего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Каково же ваше наставление об этом? Мы советуем относительно данной темы сохранять спокойствие и не порицать это такими путями, как демонстрации, нападения на невиновных, повреждение имущества. Это недозволено. И обязательным было, чтобы те, кто порицали это, были ученые, а не обычные мусульмане. Ученые отвечают на эти действия. Необходимо проявлять спокойствие. Они хотят, чтобы среди нас был беспорядок, чтобы мы гневались. Именно этого они хотят. Хотят, чтобы мы сражались друг с другом, чтобы военные запрещали, а бунтующие нападали на них и сражались с ними, чтобы произошло столкновение, произошло убийство, ранение. Они хотят этого. Спокойствие, спокойствие. Ученые и обладатели знаний берут на себя ответственность противостоять им или не делают этого. Многобожники называли посланника Аллаха колдуном, предсказателем, лжецом и другим. А Аллах приказал ему терпеть. Приказал своему посланнику проявлять терпение. Они не устраивали демонстрации в Мекке и не разрушали дома многобожников и не убивали никого. Необходимо терпение и спокойствие до тех пор, пока Аллах, притиснун и возвышен, не облегчит мусульманам. Обязательным является спокойствие, особенно в эти дни, во времена этих смут, этого зла, происходящего в странах мусульман. Необходимо спокойствие и отсутствие спешки в этих делах. Простые мусульмане не подходят для противостояния этому. Невежественные не знают, как этому противостоять. Это знают только ученые и обладатели знания.